Дорогие мои, так как я сижу в парке, и почему бы еще не сделать один расклад на моей колоде мопсиков на такую тему. С кем вы скоро познакомитесь? С кем же вы скоро познакомитесь? Сегодня у нас 25 градусов, представляете, тепла? 25. Так хорошо на улице, поэтому, естественно, я сижу в парке. С кем вы скоро познакомитесь? Итак, первая карта покажет вас как соискателя. По ней вы ориентируетесь, ваша это позиция или нет. Так, первая, значит, позиция рыцарь мечей у нас вышел, да? Вторая позиция двойка кубков, как интересно. И вот третья сразу возьмем справедливость. Итак, вы как соискатель какого бы то ни было знакомства. То есть с кем вы скоро познакомитесь. Вот смотрите, рыцарь мечей – это человек, который такой прям обладает ядреным характером, да? Целеустремленный, логик, видит всех насквозь. Двойка кубков – кто-то, кто ищет, скорее всего, отношения, любви или уже в некого человека влюблен. А справедливость – это кто-то, кто работает, семейный человек или рабочий человек просто. Ориентирован на серьезные отношения, на то, чтобы строить семью, бизнес, вот такое вот все, да. Быть строгим, придерживаться правил, распорядка дня. И вот вам нужно просто выбрать одну из этих трех карт, чтобы узнать, а с кем вы скоро познакомитесь. Итак, надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, с кем же вы скоро познакомитесь? Рыцарь мечей. Рыцарь мечей может показывать мужчину знака воздуха или козерога скорпиона. Рыцарь мечей может показывать и женщину. Но женщина какая? Немножко такая резвая, да, дерзковатая. Видит всех насквозь и может хоть кого отметелить, даже словесно, не обязательно кулаками. Итак, хорошо. Для вас в жизни сейчас важна скорость, да? Вы так внимательно смотрите на этот мир. И с кем же вы скоро познакомитесь? С мужчиной, с королем жезлов. Неважно, мужчина вы или женщина, у вас будет знакомство с каким-то мужчиной. Он яркий, он интересный, он, видите, такой вот прям обозначен красным, зеленым цветом. Почему? Потому что он весь огненный, да, это может быть даже овен, стрелец или лев, но также это может быть просто интересный человек, который всего в этой жизни добивается сам, самостоятельный, да, инициативный. Для женщины очень хороший был бы, допустим, партнер в любви, партнер по бизнесу, хороший друг. Для мужчины тоже хороший друг, хороший партнер по бизнесу, но, естественно, уже для отношений не так подходит сильно, да. Но вы знаете, и правда бывает такое, что женщина настолько яркая, да, что она может обозначаться мужской картой. Поэтому для мужчины, если вы ищете любви, это ведь и женщина может быть. Тройка кубков показывает, что у вас с этим человеком будет много радостных моментов, веселья, изобилие энергии, будет очень сильный взаимный интерес. И будет прямо классно проводить вместе время. Семерка мечей говорит о том, что вы не сразу будете доверять этому человеку. И что доверять-то, может быть, и не стоит. Это хитрый человек. И раз вы видите, в принципе, людей насквозь, то вы будете видеть, что человек не сразу с вами честен. Вот, и что его еще придется разгадывать и разгадывать. Скорее всего, отношения ваши начинаются с каких-то интересных приключений, а может быть, вы знакомитесь по тройке кубков на празднике. Но в любом случае вам будет очень интересно общаться. Я, знаете, как сказала, что вы в чем-то похожи с этим человеком. И, по крайней мере, здесь смешались стихии огня и воздуха, которые друг друга стимулируют. Поэтому вы с этим человеком будете стимулировать друг друга к развитию и к тому, чтобы добиваться больше целей в жизни. А также человек может подать вам довольно интересный, достойный пример. Поэтому я бы сказала, что карты очень крутые.
Но, еще раз повторю, сразу с первого слова человеку не доверяйте, да вы и не будете, да, вы не будете, потому что выпала 7 мечей. Кстати, много чего, в чем человек вас будет удивлять, особенно в разговоре. То есть будет рассказывать, показывать какие-то такие вещи, которые для вас совершенно необычны. Ну, вот такой интересный первый вариант получился. А мы идем дальше. Вы у нас 2 кубков. 2 кубков – это человек, либо ищущий любви, тепла, да, в взаимоотношениях, любовного знакомства, либо уже влюбленный в кого-то, но вы хотите все равно новых знакомств в жизни, это нормально. То есть не только быть с кем-то вдвоем, да, а еще знакомиться, дружить, общаться, почему нет? Вот сейчас мы с вами узнаем, а с кем вы скоро познакомитесь? С кем же вы познакомитесь? 4 кубков. Карта показывает то, что в данный момент, вот в самом ближайшем будущем, пока что вы закрыты от знакомств. Но что-то произойдет по карте суд, как будто бы вы начинаете реабилитироваться и входить в какие-то новые сообщества. То есть вам действительно нужно научиться выходить из закрытой вот этой зоны комфорта. И с кем же вы знакомитесь? С пажом мечей. Вообще, у вас очень странная ситуация, у вас очень интересная жизнь. Почему? Потому что вы как будто бы сейчас находитесь в неком вакууме. Вам в жизни с одной стороны скучно, а с другой стороны вы и понятия не имеете, как выйти из этого и знакомиться, в принципе. То есть карты показывают то, что вы такой человек закрытый. Вот хоть вы и хотите любви, чтобы вас любили, и может у вас есть даже любимый человек, но вы закрыты от другого, значит, общения. И карты показывают, что пройдет время, прежде чем вы раскроетесь, прежде чем вас реабилитирует жизнь или судьба, или как-то вы сами, да, начнете выколупываться из этой ситуации. То есть вы спрятались, вы буквально спрятались. Вы, может, испытываете некий комплекс неполноценности по сравнению с другими людьми. Вам хочется быть ближе, вам хочется общаться, а вы почему-то вот как-то сжаты, да. И карты показывают, что чем быстрее вы раскрепоститесь, тем быстрее вы познакомитесь с пажом мечей. Кто такой этот паж мечей? Ну, паж мечей – это человек, сам-то по себе тоже прошедший многочисленные испытания, и поэтому не доверяющий людям. Такой человек соответствует вам в каком-то смысле, острый на язык, подозрительный, подозревающий, недоверчивый, с прищуром, но все-таки очень интересный собеседник. Вот с таким человеком можно познакомиться, по сути, по переписке, потому что реально есть о чем поговорить, обсудить что-то, да, такое необычное, что-то такое креативное. Иерофант показывает, что человек считает себя правильным и с вами может поддерживать длительное время именно дружеские отношения. Но по 5 мечей в какой-то момент вы можете понять, что вы как кошка с собакой. В чем-то вы противоположны друг другу. У человека завышенное чувство веры в какие-то идеалы. Есть момент, что он не может преодолеть некие барьеры в своем сознании. То есть, с одной стороны, во многом в чем понимает, да, а с другой стороны, вот вы ему рассказываете какую-то свою философию, он говорит, да это фигня. И вы говорите, ну мы с тобой вообще разные, да, мы как кошка с собакой, абсолютно разные. Мы можем дружить, мы можем сосуществовать вместе, но нам сложно. То есть мы в чем-то вот реально совершенно не соответствуем друг другу. И вы можете начать даже переругиваться в этих вот каких-то сообщениях или в этих разговорах. Однако человек вас развивает. Вот реально, он покажет вам, что такое иметь определенную точку зрения и с нее не сходить. Он покажет вам какую-то сторону своей жизни, которую вам следует изучить, потому что все люди разные. Я не думаю, что это выльется в любовь. Это выльется в дружбу, это выльется в общение. Это какие-то, не знаю, там споры, да, о устройстве Вселенной или какие-то философские споры. Ну, конечно, я не вижу здесь любви, не вижу здесь отношений. А вот если у вас уже есть отношения, вы приобретете хорошего собеседника, и этого вам, в принципе, достаточно. Это может быть как мужчина, так и женщина, паж мечей. Но человек, скорее всего, может быть даже не только противоположного пола с вами, но сам факт, да, будет о чем поговорить. В итоге, конечно, да, вы можете ругаться с этим человеком, но ругаться же по-разному можно. Можно подкалывать друг друга, сарказм, да, такой включать, посмеялись друг над другом. Но это не значит, что вы будете воевать друг с другом, да. Ну, такой интересный ответ по 2 позиции.
Третья позиция. С кем вы скоро познакомитесь? Вышла карта «Справедливость». Первая карта, да? Карта показывает вас, что вы строгий человек, живете по каким-то правилам. Может быть, дом, работа, семья, да? Или просто дом, работа. А хотелось бы, допустим, каких-то серьезных взаимоотношений. Карта вообще настроенности на все серьезное. Допустим, вы ищете бизнес-партнерство, хорошего работодателя, хороший рабочий коллектив или человека для жизни, вот чтобы уже жить вот прям вместе, там, да, покупать дом, растить детей, там, да, чтобы все основательно было, чтобы вы честны были друг с другом. Ну вот какой-то вы такой вот человек, да, живущий по правилам в неком обществе, и вот уже вот у вас там есть профессия, скорее всего, там, да, такая серьезность прям в жизни. И с кем же вы познакомитесь? Так, вышла сначала десятка мечей. Дальше, значит, карта «Мир». Так, и дальше, значит, карта «Маг». Смотрите, что говорят карты. У вас скоро будет что-то меняться кардинально в жизни. То есть вот при всей своей стабильности вы решите, скорее всего, или поменять работу, или место жительства. Просто та ситуация, которая сложилась, конечно, вокруг вас может меняться. Допустим, условия. Там, не знаю, вы живете в городе, в котором совершенно не подходят вам условия. Вы решите менять город. Или работа. Ну, надоела такая работа, да, я не могу на ней работать. Все. Меня поставили в те условия, когда я должен сменить работу. И там, вот на этом новом месте, то ли переезжая, то ли на новой работе, вы познакомитесь с магом. А маг это кто, да? Для женщины это мужчина серьезный, интересный, креативный, яркий, чуть-чуть эгоистичный, очень напористый, настойчивый. Если для любви, вот тут love прям написано, kiss, да, то, конечно, это очень такой классный человек. Маг и справедливость, два старших аркана объединяются в союз. И это действительно может быть серьезный союз. Если для бизнеса тоже вот можно сработаться, прям классно сработаться. У мужчины может быть хорошая женщина-маг. У женщины может быть хороший мужчина-маг. Для личного или рабочего союза. Но в любом случае, сначала, перед тем, как вы познакомитесь, вы что-то кардинально поменяете. Вы будете знакомиться с этим человеком именно на новом месте. И человек будет в вас по какой-то причине очень заинтересован. Мы здесь видим карту Шут. Шут – это совершенно новый человек на новом месте. Новая история, новая ситуация с чистого листа. А умеренность показывает то, что это действительно могут быть какие-то серьезные взаимосвязи, взаимоотношения друг с другом. То есть вот как для любви можно создать такой прям прочный союз, так и для совместной работы. Прочный союз в совместной работе. Но чаще всего, конечно, для отношений карты здесь показывают, потому что если у вас нет отношений, то вы явно найдете очень хорошие, серьезные, медленно развивающиеся, стабильные отношения. Но именно с чистого листа. Сразу говорю, это не какой-то старый человек из прошлого, это не кто-то напоминающий кого-то из прошлого, да? Это не кто-то возвращающийся, это не кто-то из старого города или со старого места работы. Нет, вы что-то меняете, и именно там будет совершенно новый человек с новой историей, с чистого листа, и все по-другому. Все по-другому. Это ваша другая история жизни. Кстати, по умеренности человек, как бы он ни был с вами связан, будет вас исцелять. Исцелять вашу душу, исцелять ваши негативные программы, и исцелять даже то, что вы в себе не подозревали. Иногда справедливость бывает черствой и холодной, но никто не знает почему. И причем ей кажется всегда, что она абсолютно права, а все остальные неправы. И тоже никто не знает почему. А это ведь сидит что-то внутри. И вот этот маг, он может исправить вас это. И даже изменить в лучшую сторону, исцелить. Исцелить то, что темное именно сидит внутри. Ну, вот такой интересный ответ у нас по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. И до новых встреч!